4 яда, что умертвляют твое сердце. Первый яд – это бесполезные разговоры. Если ты сам себе задашь вопрос, есть ли благо в моих разговорах, можно ли их заменить на полезные, с которых можно получить награду от Аллаха, будет ли лучше, если я не выскажу это слово, если я промолчу, будет ли благо больше в этом? Бесполезные разговоры, даже одно бесполезное слово, может нанести сильный вред для твоего сердца и имана. Ма'руф аль-Кархи сказал, когда раб ведет бесполезную речь, тогда Аллах перестает оказывать ему свою помощь. Малик ибн Динар, да будет доволен ими Аллах, сказал, когда ты заметишь черствость в сердце, слабость в теле, лишение себя риска дела, то знай, что ты порой вел бесполезную речь. А если у тебя оказалась нечестивая душа, и если она говорит, это всего лишь слова ученых, нет явных доводов на то, что бесполезная речь запретна, то я тебе приведу довод от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, который сказал, и поистине раб Аллаха может произнести такие слова, которые вызовут ярость Аллаха, чему сам сказавший их не придаст никакого значения, но из-за чего он будет вернут в ад. Также есть много других риваятов этого хадиса. Ангелы записывают каждое наше слово в книгу, и эта книга будет представлена Всевышнему. Человек не молвит ни одного слова, чтобы не записали его ангел, представленный к нему. Разве будет Аллах доволен нашими бесполезными разговорами? И если так говорится о бесполезных словах, то представьте, что ждет нас за запретные разговоры. В словах находится такая опасность, о которой мы даже не сможем представить. С этим побороться легко. Просто перед тем, как высказать что-нибудь, отфильтруй его через фильтры польз, которые мы указали выше. Второй яд – это взгляды. Начнем со слов Всевышнего Аллаха. В суре Нур Аллах говорит: «Скажи верующим мужчинам, чтобы они опускали свои взоры». Взгляд, который попал случайно на запретное, является для нас предупреждением, так как мы, случайно посмотрев на запретное, понимаем, что больше нельзя на это смотреть. Второй же взгляд на ту же вещь и все другие запретные, намеренные взгляды являются для нашего сердца ядом. То есть, если ты случайно посмотрел на запретное, то сразу должен отвести взгляд и не смотреть туда больше. Твои глаза не должны смотреть на девушек, женщин, парней, мужчин, на чужое имущество, на чужие грехи, на их недостатки, на бесполезные видео, фото и на тому подобных вещах. За все эти взгляды мы понесем отчет. Каждый из нас может без проблем оберегать свои взгляды от харама, ведь Аллах возложил на нас только то, что мы сможем сделать, и только то, что для нас является благим. Третий яд – это занятие неполезным делом, проведение времени на том, что не приносит никакой пользы. За каждую минуту, которую мы провели в этой жизни, будет спрос. Ты обязан задать себе вопрос, чем ты занимаешься в этой дуне, приносит ли твое занятие пользу хоть кому-нибудь. Если даже ты просто отправил картинку или видео, не приносящее пользу, ты ответишь за это. Ты ответишь за то, что ты терял время на распространение и просмотр бесполезных вещей. Ты ответишь даже за то, что другие теряли свое время на просмотр твоих бесполезных вещей. Если ты создаешь или распространяешь какие-нибудь бесполезные и запретные вещи, будь то музыкальные инструменты или менее того, ты понесешь за это отчет перед Аллахом. Абу Убайда передает от Хасана ибн Али, да будет доволен ими Аллах, такие слова. Признаком отказа Аллаха от своего раба является то, что он направляет его на бесполезное занятие. Так оставь же свое бесполезное занятие. У Лукмана аль-Хакима спросили: как ты достиг этого, то есть такого достоинства? Он ответил: я говорил правду, сохранял аманат и оставлял ненужное дело. Четвертый яд – это плохое окружение. То есть люди, с которыми ты разговариваешь, дружишь, общаешься, проводишь свое время. В тот день именно твои друзья являются твоими врагами, кроме богобоязненных. Шариат строго повелевает выбирать себе таких друзей и собеседников, общение с которыми принесет пользу как в мире этом, так и в мире ином. И велит изо всех сил остерегаться плохих товарищей. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: человек исповедует ту же религию, что и его близкий друг. Так пусть же посмотрит каждый из вас, кто является вашим близким другом. Ибн Абу Имран рассказывал: однажды я пришел к Абу Зарру и нашел его в мечети в одиночестве. Я спросил его: почему ты один? На что он ответил: одиночество лучше, чем плохая компания, однако хорошая компания лучше, чем одиночество. Имам Ибн Джама, делая наставление требующим знания, сказал: он должен общаться только с теми, кто может обучить его чему-нибудь и у кого он может поучиться сам. Человек таков, какой его друг.
Если он не приносит тебе пользу, значит ты занимаешься неполезными делами, разговариваешь неполезными разговорами и смотришь на неполезные вещи. И прямо сейчас проверь свое сердце. И ради Аллаха выплюнь изо рта весь этот яд. Оставь эти бесполезные вещи в сторонке, оживи свое сердце и начинай исправлять самого себя.